Ну, на самом деле, на это несколько причин, нельзя выделить одну. Это вот совокупность причин. Во-первых, наверное, не стоит забывать, что все-таки мы живем в патриархальном обществе, и эта ситуация немножко меняется с годами, но все-таки общество у нас патриархально настроено, и девочек изначально воспитывают с мыслью о том, что политика – это не женское дело, это мужское дело, что в политику лучше не лезть, зачем тебе это нужно, там, я уже не буду говорить там про твое место на кухне, но если вот без шуток, я думаю, что это такие установки, которые передаются из поколения в поколение, то есть это культивируется в семьях, и поэтому, в принципе, вот нас растят уже с мыслью о том, что нам там не место. Я также, вот, допустим, если говорить о себе лично, то в моей семье, например, не было таких установок никогда, у меня не было никаких препятствий, если я чего-то хотела, если я там, ну как, я вот в недавнем прошлом решала для себя, пойду я баллотироваться в парламент или нет, и мне никто не препятствовал, и я могла принять это решение самостоятельно. Но я знаю таких молодых, взрослых женщин, которые хотели бы быть не только в политической жизни, даже в общественной жизни, им, ну, уже чаще их мужья, допустим, не позволяют быть не только в политике, но и в общественной жизни активно участвовать. И это тоже останавливает какое-то количество женщин от того, чтобы вообще ставить себе такие цели. Также у нас принято опять-таки говорить об этом и внушать, что политика – это обязательно грязное дело. И, естественно, я думаю, для многих родителей или мужей это тоже такое, ну, это причина, по которой они не хотели бы, чтобы их дочери или их жены шли бы в политику. Я этот тезис тоже отметаю, потому что, мне кажется, если ты начинаешь какое-то дело, если ты собираешься в политику и изначально называешь это грязью, то что хорошего может получиться из того, что как бы условно названо грязью? Поэтому я с этим не согласна. Я понимаю, почему об этом говорят, но если мы изначально на входе как бы думаем, что наша деятельность может быть какой-то грязью, то, мне кажется, это странно вообще начинать. То есть это провальная миссия изначально. Я вполне допускаю, что женщины, выросшие на таких установках, не очень-то стремятся в эту самую политику или на уровень принятия решения, и мы изначально не ставим себе такие цели. В то время как мужчины, там, вне зависимости от того, могут они или не могут, ставить себе такие цели, как правило, достигают их, несмотря ни на что. Женщине для того, чтобы в этом условно мужском мире признали ее способности, ее знания, опыт, да, для того, чтобы посчитали ее достойной принять как место какое-то занять или какую-то должность, нужно чуть больше усилий. Такое у меня, по крайней мере, ощущение из того, что я вижу. То есть женщина должна быть гораздо более образованнее, она должна быть собраннее, она желательно должна быть как бы еще успешна в семье, и обязательно у нее должна быть поддержка семьи. Без поддержки семьи женщине очень сложно в этом обществе. То есть если все это совпадает, тогда, конечно, получается, что ее трудно обойти. Ну и то умудряются. Изменить, я думаю, это можно. Собственно, это уже меняется, если, допустим, сравнивать с тем, как обстояли дела с этим 20-30 лет назад. Сегодня я уже вижу существенные какие-то подвижки в этом вопросе. А в исторической ретроспективе это ни о чем там 20-30 лет. А сегодня мы видим, что женщины гораздо более активны в общественных организациях. Я бы даже сказала, что максимальное количество женщин представлено именно в общественном секторе. Пусть в крупном каком-то бизнесе единицы женщин, но в малом и среднем бизнесе женщины хорошо представлены. Количество женщин бизнес-вумен растет
Это вот совершенно очевидно. А это уже путь к самостоятельности женщин, к повышению их уверенности в своих силах, к их решительности. Собственно, когда женщина занимается какой-то общественной работой, очень важной работой, как правило, да, важной для социума, она напитывается какого-то опыта, каких-то знаний, которые потом можно применить на уровне принятия решений. И в этом смысле я уверена, что у нас это будет меняться, и роль женщин будет обществом признаваться сильнее. И вообще, мне кажется, вот те женщины, которые были представлены на уровне принятия решения, пусть их было немного в абхазской политике, но они представляли достойно свой народ, да, и были достаточно продуктивными, на мой взгляд. И это вот, я не хочу назвать это борьбой даже, да, и вот это стремление женщин пойти в политику и быть на уровне принятия решений, это же не только что-то характерное только для Абхазии. Это во всем мире происходит, и в так называемых гораздо более развитых странах эта работа ведется, и мы в этом смысле не исключение. Например, говорить о достаточно дискутируемой теме квотирования, у меня есть такая принципиальная позиция. Я против любого квотирования по любому признаку, по национальному, по гендерному. Скажу почему. Как мне кажется, это всегда сказывается на качестве. Лично мне важно, чтобы на ту должность или на тот уровень принятия решения пришел человек достойный, с нужными знаниями, с нужным опытом, с желанием делать что-то хорошее. И там в погоне за тем, чтобы это была именно женщина, я, например, не готова терять в качестве. Думаю, что это несправедливо. Даже если я очень хочу, чтобы женщин было больше в политике или на уровне принятия решений. Правильнее было бы менять отношение общества к этому вопросу, а поменять его можно только хорошими, достойными примерами и таким при справедливом отборе. Потому что если говорить, как это сегодня происходит, да, когда выборы – это борьба ресурсов административного, финансового ресурса, то в этом нет совершенно смысла, ни в каком квотировании. Никакое квотирование нас не спасет, если мы не перейдем к борьбе умов, а не к борьбе ресурсов. Для общества должно быть важным, чтобы на уровне принятия решения в политике были люди со знаниями, с опытом, с желанием, и неважно, это мужчины или женщины. То есть почему мы вообще должны рассуждать, мужчина это или женщина, если важны совершенно другие критерии в этом. Наверное, единственное, что я отмечу, почему обществу выгодно, чтобы было больше женщин, потому что женщины гораздо более социально ориентированы, а социальных проблем у нас сильно много в обществе. И, наверное, можно отметить, что в каждой женщине природой заложен материнский инстинкт, заложено созидание, и от этого любое дело может только выиграть. Я не говорю, что в мужчинах этого нет, но в женщинах это все-таки от природы больше.